Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Хотя почти все знают, что сегодня рак, обнаруженный на ранних стадиях, вполне излечим, диагноз все равно остается одним из главных страхов для многих. Как не пропустить заболевание и что такое быть онконастороженным? Об этом мы поговорим с Верой Карасевой, исполнительным директором Российского общества клинической онкологии. Вера Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему и кому нужно быть онконастороженным и что в это понятие входит? Сергей, онконастороженным нужно быть каждому из нас. Потому как с возрастом частота заболеваемости онкологическими заболеваниями возрастает, и поэтому каждый из нас должен внимательно относиться к своему здоровью. Конечно, онконастороженность такой выделенный термин, но он не исключает и настороженности в отношении других заболеваний. Кардионастороженность, настороженность в отношении диабета. И все это подразумевает необходимость внимательного отношения к своему здоровью. Какова сейчас статистика по онкозаболеваемости в стране? Пандемия, когда плановые медобследования были отменены, как повлияла она на эту ситуацию? Конечно, в годы пандемии заболеваемость снизилась. И мы понимаем так, что по причине снижения обращения, естественно, было ограничено обращение, но уже в 2021 году возросла заболеваемость. Естественно, пациенты, которые во время пандемии не обратились за помощью, обратились в 2021 году. И статистика 2021 года примерно на 100 тысяч больше обратившихся в России, чем в предыдущий год. Но мне бы здесь хотелось, знаете, о статистике сказать немножко, может быть, другие цифры, потому что мы сегодня говорим об онконастороженности и вообще о таких статистических показателях. Коллеги, конечно, важна заболеваемость, важна смертность. И мы хорошо сейчас знаем, что смертность в России снижается благодаря профилактическим осмотрам, благодаря скринингу, благодаря внедрению современных методов лечения. Но очень важно еще и тот факт, что накапливается пул пациентов, которые выздоровели, и их все больше и больше с каждым годом. И это как раз говорит, вот эти цифры статистики говорят о том, что излечение возможно. Наше население, я имею в виду население страны, с точки зрения онконастороженности, насколько информировано? Не совсем простой вопрос, конечно, но я думаю, что недостаточно хорошо. Почему? Потому что мы видим обращение в поздних стадиях. И когда пациенты нам говорят, что симптомы появились там сколько-то месяцев назад, а обратились мы только сейчас, вот как раз это и элемент такой невысокой настороженности. Но, тем не менее, за последние годы частота обращаемости в ранних стадиях все больше и больше. Почти 50% сейчас диагностируется пациентов в ранних стадиях. Все-таки, наверное, онконастороженность тоже как-то подрастает. Но если говорить о медицинском персонале, насколько медики проявляют онконастороженность сейчас? Медики, наверное, все-таки более внимательно относятся к своему здоровью, потому что находятся в этой среде и понимают, наверное, больше влияние ранней диагностики на исход заболевания. Расскажите о проекте вашего общества, Вера Витальевна. Проект нашего общества, Российского общества клинической онкологии. Мне хочется сказать несколько слов об обществе. Это самое представительное общество в России. Число членов насчитывает более 6 тысяч. Более чем в 50 регионах открыты региональные отделения. И в частности, в республике Саха-Якутия
есть региональное отделение нашего общества, которое возглавляет главный онколог Феодосия Гавриловна Иванова. И вот в содружестве, в партнерстве с региональными отделениями и с федеральным телевидением ТВ-Доктор возникла идея создания 10 роликов по основным нозологиям. Ролики короткометражные, и вот российское телевидение уже использует их в течение, наверное, 2-3 месяцев, и сейчас эти ролики возможно использовать на любом телевидении. То есть мы имеем право использовать и как бы предоставить вам такую возможность использовать эти ролики. И, конечно, огромная благодарность региональному отделению Якутии за помощь в создании этих роликов. Суть роликов заключается в том, что представлены симптомы разных нозологий, ну, соответственно, 10 роликов по нозологиям. Но хочется сразу сказать, что симптомы иногда не бывают отражением ранних стадий. И поэтому следующая часть ролика говорит о том, что даже если нет симптомов, с определенного возраста нужно пройти диспансеризацию, профилактические осмотры. И в конце ролика говорится о том, что если опухоль диагностирована на ранней стадии, то вероятность выздоровления достигает 90 и более процентов. И это вот такие результаты ранней диагностики. Ну а можно ли, соблюдая все меры профилактики, избежать рака? Сложный вопрос. Безусловно, меры профилактики нужно соблюдать. Возможно ли его избежать? Вопрос сложный, потому что есть наследственные формы. Есть факторы риска, которые мы не можем нивелировать. Допустим, городские жители болеют чаще, чем жители сельской местности. Но, безусловно, уже, конечно, всем, наверное, оскомину, конечно, курение. Если человек не курит, то риск развития рака легкого у него снижается там, в 30 раз. Представляете, какие цифры. Вот. Также, конечно, здоровый образ жизни. Конечно, что здоровый образ жизни? Мы говорим о физических упражнениях, мы говорим о правильном питании. И нам задают вопрос, а какая связь с онкологией? А связь очень простая. Если человек ведет здоровый образ жизни, то, соответственно, иммунная система на хорошем уровне. А иммунная система в том числе включает и противоопухолевый иммунитет. Какие существуют частые заблуждения в обществе относительно онкозаболеваний, которые врачам приходится постоянно опровергать? Существует заблуждение, что опухоли плохо лечатся, неизлечимы, но это ошибочное мнение. На ранних стадиях рак фактически может быть излечен. И мне бы хотелось, может быть, еще добавить, что вот не нужно далеко ходить за примером. Он есть в вашей республике. Прекрасный пример. Пример того, как работает онкологическая служба. Я была последний раз лет 10 назад, и вот сейчас, конечно, невероятный прогресс. Невероятный прогресс с точки зрения оснащения, экспертизы. Понятно, конечно, что это благодаря тому, что правительство республики фокус на развитие онкологии, конечно, увеличило. И это заметно, потому как и диагностические возможности, и лечебные возможности республиканского онкологического диспансера стали значительно более серьезными и соответствуют фактически сейчас столичным клиникам. И здесь невозможно еще также не отметить роль руководства диспансера. Периоды, когда главным врачом была Афанасьева Лена Николаевна, и сейчас Татьяна Ивановна Николаева, безусловно, чрезвычайно прогрессивные люди, которые понимают, на каком уровне должна быть служба. И
Вот я сказала, за примером не нужно далеко ходить. В республике Саха-Якутия создано несколько программ. Онкопоиск, программы скрининга. И вот такой пример, что онкопоиск, программа, за период существования, за короткий период существования, уже накоплено 17 тысяч анкет, из них выделено порядка 500 пациентов, которые углубленно обследованы были, и выявлено 20 случаев рака. И больше половины из них на первой и второй стадии. Вот результат. Также заработали прекрасно кабинеты профилактических осмотров уже в 23 учреждениях, еще планируется открыть в 17. И вот уже в 23 учреждениях порядка 5000 анкет накоплено. У 3000 человек исследованы онкомаркеры. И также выделена группа 200 или так примерно 300 человек, точно цифру не помню, среди которой уже диагностировано 10 случаев. Это невероятные, конечно, усилия онкослужбы и, конечно, Министерство здравоохранения. Это, конечно, большие ресурсы, но ради того, чтобы эти пациенты были диагностированы, и, естественно, первая и вторая стадия, они будут радикально пролечены и как раз-таки пополнят ту когорту, которая уже более 6 тысяч в республике пациентов, которые пережили 5-летний рубеж. У нас остается около минуты. В завершении нашей беседы, что вы, как врач, можете посоветовать тем людям, которые панически боятся слова онкология? Именно слово онкология боятся. Ну, может быть, я обращусь к телезрителям. Да, дорогие телезрители, я уже сказала о тех цифрах успеха и успеха именно вашей республики. Своевременная диагностика, радикальное лечение, и вы будете здоровы. И я просто призываю вас, будьте так же внимательны к своему личному здоровью, как вы внимательны к здоровью ваших детей, ваших родителей. Вы же ничего не забываете, следите за каждым симптомом своих близких. Так относитесь также внимательно к своему здоровью. Вера Витальевна, нам в свою очередь остается пожелать вам успехов в вашей дальнейшей работе на благо жителей нашей страны. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.